И снова здравствуйте, самоизолированные. Все уже посмотрели? Если нет, тогда слушайте внимательно. Сейчас снова будем делиться крутыми фильмами. Начнем, пожалуй, с самого душевного мультфильма за очень долгое время. Анимашка «Клаус» вышла на Netflix в прошлом году, покорила миллионы зрителей и даже получила номинацию на «Оскар». У владельца почтовой империи есть сын Джаспер. Мальчик абсолютно ленивый и бестолковый. И вот, чтобы проучить сына, отец отправляет его на крайний север, в жуткий город Смиренсбург, где Джасперу придется обработать 6000 писем. Казалось бы, легкотня, вот только уже на месте выясняется, что городок настоящая зона боевых действий. Две семьи устроили настоящую войну. В городе вечно происходят стычки. Само собой, писем никто не пишет. И в этой ситуации совсем отчаявшийся Джаспер знакомится с отшельником по имени Клаус. Их знакомство приведет к настоящему чуду. «Клаус» — это идеальный мультфильм для семейного просмотра. Он будет полезен как взрослым, так и детям. Вы будете смеяться, а порой захотите даже пустить слезу. В общем, это явно лучший мультфильм за последние годы. От душевного к веселому на очереди уморительная комедия «Ты водишь». У 5 друзей уже много лет есть традиция. В мае они играют в салочки. Абсолютно неважно, что происходит в этот момент. Свадьба, похороны, роды. Неважно. Главное, не дай себя осалить. Вот только есть в компании один единственный человек, осалить которого не удавалось никому. И на этот раз у него свадьба. Друзья уверены, на этот раз он попадется, но не тут-то было. Самое забавное в этом фильме — это то, что он основан на реальных событиях. Взрослые мужики, играющие в салки — это реально смешно. А теперь боевик. И здесь не могло не быть его легендарного киллера Джона Уика. Хотите махача? Он будет. Джон Уик – обычный американец, он ведет абсолютно нормальную жизнь, но это сейчас. Раньше он был легендарным наемным убийцей. И надо же было бандитскому сынку угнать именно его машину, параллельно убив и его собаку. Собака, кстати, непростая, это последний подарок от недавно умершей супруги. И теперь Джон будет мстить, и месть эта будет очень суровой. Киану Ривз в образе Джона Уика просто нереально крутой. Можете не останавливаться на первой части, во второй и третьей он продолжит убивать направо и налево, причем делать он это будет с еще большей изобретательностью. Переходим к триллеру, и здесь у нас настоящая легенда. Триллер «7» с Морганом Фриманом и Брэдом Питтом в главных ролях. Детектив Уильям Сомерсет уже одной ногой на пенсии, ему осталось доработать всего неделю, но перед этим ему предстоит раскрыть одно дело – найти виновного в изощренном убийстве. Работать над ним Уильям будет с молодым напарником. Убийство оказывается не единственным, маньяк совершает еще несколько расправ, и детективы понимают, что убийца наказывает своих жертв за совершенные ими смертные грехи. Тебе доводилось видеть что-либо подобное? Нет. Пожалуй, самое мощное в этом фильме – это концовка. Она точно оставит вас в шоке. Ну и в финале одна из моих самых любимых романтических комедий «Как выйти замуж за 3 дня». Анна мечтает выйти замуж, вот только ее парень не делает ей предложение. И тут Анна узнает о том, что в Британии есть традиция. 29 февраля девушка может сделать предложение парню, и он не имеет права ей отказать. Парень Анны как раз находится в Ирландии, поэтому она отправляется в Дублин, чтобы наконец заполучить кольцо на пальчик. Но погода рушит ее планы, она оказывается в ирландском захолустье. Чтобы попасть в Дублин, ей придется попросить помощи у ворчливого, но очень обаятельного владельца местной гостиницы. Вместе с ним они двинут через всю страну, чтобы Анна успела сделать предложение. Жутко обаятельные герои, красивая история и невероятные пейзажи Ирландии. В общем, вам понравится. На сим все. Рассказывайте, что вам понравилось, а что нет. И обязательно пишите в комментариях, какие фильмы любите вы.